14 апреля отмечается профессиональный праздник сотрудников налоговой службы. Как развивалось ведомство и насколько изменилась работа налоговой службы за прошедшие 31 год, обсудим с исполняющей обязанности министра по налогам и сборам Абхазии Михаилом Габелия. Здравствуйте. Добрый день, добрый день. Во-первых, поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Спасибо, что в этот день выбрались и пришли, чтобы рассказать, как развивалась налоговая служба Абхазии. Вот в этой связи очень интересно понимать, что за счет каких поступлений в последнее время налоговых поступлений идут накопления в бюджет Абхазии, скажем так, и как изменилась база. Понятно, что если это говорить в развитии, наверное, очень сильно. Спасибо за приглашение, спасибо за поздравления. Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить своих коллег, работников налоговой службы с 31-й годовщиной создания налоговых органов. И на самом деле на сегодняшний день в Министерстве по налогам и сборам трудятся и ветераны налоговой службы, это с момента создания, кто начал работать, и молодежь, и вот ихними усилиями сегодня достигаем тех результатов, которые есть. Если говорить о том, именно в какой области, именно по каким налогам идет больше поступления, это основная сумма поступления, это от НДС, это тот налог, который идет в республиканский бюджет, затем следует налог на прибыль и подоходный налог. Вот три вида налога, которые в основном пополняют на сегодняшний день бюджет. Но именно республиканский бюджет – это НДС, только НДС. Да. Скажите, как много предприятий вот за последнее время в Абхазии появляются, те, которые потом попадают в поле зрения налоговой службы? Насколько интенсивно этот процесс проходит? Понятно, что чем больше предприятий, тем больше налогов. Да, естественно. В последнее время идет развитие. В плане, очень много предприятий открываются, новых организаций. Просто даже элементарно то, что строительство аэропорта уже происходит. Там более 6-7 компаний, которые подрядчиками работают. Это, естественно, пополнение в бюджет. И мы все видим, в принципе, по результатам, по республике, если посмотреть, идут интенсивно стройки. И, естественно, это налогоплательщики пополняют бюджет. Новые предприятия открываются. Сейчас я статистики не могу это сказать, но развитие идет. Что важно предпринимателю? Это стабильность. Если есть стабильность, они будут развиваться и работать. Как говорится, деньги любят тишину. И на сегодняшний день ситуация... Да, у нас перед Новым годом произошли определенные события, но слава богу, что мы в положении сегодня, на сегодняшний день предприниматели стабильно работают. Скажите, а сказались на налоговых выплатах вот этот период сказался? Я бы так сказал, была проблема, но мы с усилиями налоговой службы и правительственных решений, определенных решений правительства, мы сделали все для того, чтобы бюджет не пострадал, и эта цель была достигнута. И даже можно сказать, по кварталу этого года, если говорить, обычно как у нас происходит, если нестабильная ситуация, она имеет как накопительный эффект, и в будущем уже отражаются. Да. Но, к счастью, ситуация, если говорить, допустим, об этом годе уже за первый квартал этого года, мы уже в бюджет страны за первый квартал поступило 1 миллиард 152 миллиона рублей. Это от плана 115%. Если говорить по динамике, по сравнению с прошлым годом, первого квартала и этого квартала, то получается у нас плюсом идем 140 миллионов. Это неплохой показатель, и, в принципе, по всем районам ситуация неплохая. Есть, по Ачамчирскому району, это связано с сезоном рыбы. Нету рыбы, так получилось, что... И
вот там идет отставание. А так по всем районам у нас идет... Значительное отставание в Да, Очамчире? ну, по Очамчирскому району, если говорить, если по показателям сравнивать по динамике, то у нас там, ну, отстаем где-то, ну, суммарно, если говорить, минус 7 миллионов. А если от плана, то почти 30 миллионов мы отставания имеем. Да. Ну, такая ситуация, да, где это есть объективные причины. У нас прошлый год, как бы, вот позапрошлом году была такая же ситуация, в прошлом году она была получше, в этом году опять. Вот как-то от сезона зависит. Да. Ну, если мы говорим о, скажем так, о развитии, да, вот о ситуации в развитии, связанной вот с работой налоговой службы, как вы оцениваете уровень наполнения бюджета за последние годы? Как он менялся? Это, я сейчас не говорю вот этот год и прошлый, но и вот, допустим, в течение каких-то, 10 лет, мы сейчас 31 год не возьмем, но тем не менее. Да, я понял. Ну, я, знаете как, давайте так, как бы короткий период времени возьму, видение вот нами, вот Министерством по налогам и сборам, и, в принципе, работниками были приняты ряд решений. Мы по факту перешли от бухучета к налоговому учету. Это есть такие понятия, сейчас это предприниматели больше понимают в этом отношении. Когда переход Переход произошел, буквально 2 года. Но мы шли к нему постепенно, но вот уже 2 года, как бы мы в этом году, можно сказать, уже полностью перешли на налоговый учет. Мы стремились к этому, шли, и вот уже по полной мы только по налоговому учету. Это, сейчас я не буду подробно углубляться в разницу между бухучетом и налоговым учетом, это предприниматели понимают, но это дало большой такой толчок, и мы видим результаты. Плюс, что надо делать вот для того, чтобы там развивалось, пополнялся бюджет, и это в первую очередь мы должны создавать условия предпринимателям. Вот то, что мы перешли на налоговый учет, это одно из условий для предпринимателей в том, что мы создали, чтобы он налоговую отчетность давал онлайном. И это дало большой импульс, и предприниматели это оценивают. И видим результаты. Какой период, уже сколько времени уже прошло, когда у наших предпринимателей появилась такая возможность вот именно онлайн отчитываться, онлайн перечислять и так далее? У нас уже, вот смотрите, как по индивидуальным предпринимателям мы почти 4 года работаем, а вот уже полностью по организациям и уже 2-й год плотно работаем в этом направлении. 2 года уже работаем, как бы уже все, как бы все отчетности есть онлайном. И что хочу сказать, на сегодняшний день, а по организациям, если говорить, 90% они сдают онлайном. Это уже не надо ему приходить в налоговую, отчитываться, там, объяснять, что он сдал отчетность, мы проверяем эти декларации. Вот этот момент, он тоже, скажем так, способствовал тому, чтобы именно платежи увеличивались? Конечно. Это, во-первых, когда человек приходит на бумажном носителе, коротко скажу, на бумажном носителе кипа бумаг собирается, как бы, и ее надо обрабатывать, это занимает время. Сегодня это делает машина. Он сдал онлайном, у нас есть управление камерального контроля, они занимаются этим, вот в течение, допустим, поступила декларация, они уже видят, там, если есть проблема, там, загорелась красным, но уже в любом случае дает знак о том, что есть проблема, и начинается работа по этой декларации. Это все дало, как бы, предприниматели начали понимать, что государство и налоговая служба навстречу для упрощения как бы платежей. Есть вообще мировая такая практика, как оценивают налоговую службу. По мере, там, знаете, как идет такой критерий, как сколько времени предпринимателю надо, чтобы сдать отчетность и заплатить.
есть вот по критериям этим, не по ставке там налога, не по там ужесточению каких-то там фискальных органов, а именно по этому. По скорости да, отчетности. По скорости отчетности. И вот к этому какая у нас позиция в этом плане? В этом плане мы стремимся к тому, чтобы и платежи в будущем. Вот на сегодняшний день у нас как происходит? Чтобы заплатить, допустим, НДС, подоходный налог и там налог на прибыль, надо составлять 3 платежки. Мы в будущем планируем, чтобы это все происходило одним платежом, и люди не мучались. Это затратно, составлять каждую декларацию. Энергетически и временно. Да. И вот к этому надо просто идти. Вот, кстати говоря, налоговые органы модернизировали свою работу во многом. Насколько вот эта модернизация, вот вы уже сказали одну ипостась, да, вот этой модернизации, это введение автоматизированной системы учета, улучшение администрирования в том числе, вообще сама техническая база, насколько вот сейчас она усовершенствовала, насколько она влияет на эффективность работы? И что бы вы в этом плане еще хотели, желали бы, скажем, для развития? На сегодняшний день работа ведется, но я не скажу, что мы завершили этап. У нас еще много проектов, которые мы должны завершить. Это автоматическая блокировка счетов, автоматическая инкасса, автоматическую пеню. Много чего есть проектов, тех, которых, допустим, улучшит работу и улучшит администрирование. Дело в том, что еще законодательно надо прийти к этому тоже. Вот на сегодняшний день в парламенте, и вот сегодня был комитет по бюджету, как раз рассматривали закон об основах налоговой службы, где мы предлагаем идти на снижение пени, это штрафных санкций за неуплату. Была ставка 0,3, мы предлагаем 0,1. Мы идем на то, чтобы вот именно нагрузку на предпринимателя снизить. Именно наказание, да? Да, наказание, потому что та ставка, которая была, она действовала, губительно для предпринимателя. И мы, естественно, посоветовавшись с предпринимателем, мы берем все с опыта. Говорим с людьми, общаемся, видим ситуацию, естественно, и наше мнение. И вот мы пришли к ставке, допустим, 0,1, она такая ставка, которая не будет губительна для предпринимателя, но тем самым и они будут понимать, что есть ответственность за невовременный платеж. Как восприняли ваше предложение? Парламент воспринял хорошо, и, я, насколько знаю, он выйдет сейчас в ближайшую сессию, и парламент в этом отношении поддерживает нас. Во многих проектах поддерживает парламент, и мы на самом деле благодарны в этом отношении. Немного хотелось бы поговорить о людях ваших, да, о тех, кто работает в налоговой службе, потому что это их праздник в первую очередь. И, насколько ваши люди сплочены, да, насколько, какое образование, есть ли у вас специалисты, которых не хватает, ветераны, молодежь, как передается опыт, об этом расскажите, пожалуйста. Я так скажу по своему опыту, я пришел в налоговую службу в 2010 году, прошло уже 15 лет, и на самом деле я не жалею, что я попал в эту службу. И там, на самом деле, сплоченный коллектив, который не смотрит на какие-то политические моменты, а знает свою работу и, на самом деле, профессионалы. Там есть немаленькое количество людей, которые работают уже 30 лет. И у них огромный опыт. И этот опыт они передали нам, молодому поколению. Сейчас многие ребята, которые возглавляют там, допустим, имеют должности, там кто-то начальник управления, кто-то начальник инспекции, это почти мы одного возраста и одного года, которые пришли, и все нам передало старшее поколение, которое работает. Те профессионалы, которые сегодня, они строили, времена послевоенные, они были тяжелые,
но эти люди добились того, что налоговая сегодня существует и пополняет бюджет государства. А мы, молодежь, уже, конечно, есть рядом с ними. молодежь. Да, есть талантливая молодежь, есть ребята, многие ребята, есть те, которые от души только пришли с университета, у нас конкурсный отбор идет, они 3 месяца потом стажировку проходят, и талантливая. Есть проблема, конечно, у нас в плане, как вам сказать, именно проверяющих. Так как этому в университете не учат, этому в школе не учат, это уже опыт. Общение и так далее. Да, и... Мы желаем всем успехов, Спасибо, процветания спасибо. налоговой службы, значит, процветания нашей стране. Спасибо. Я напомню, что о том, насколько изменилась работа налоговой службы за прошедшие 31 год, мы говорили с исполняющим обязанности министра по налогам и сборам Абхазии Михаилом Габелия. Спасибо большое.